В жестоких боях под Москвой и Сталинградом, на Курской дуге и Днепре, кто умер от голода и холода в непокоренном Ленинграде, был замучен в концлагерях, плену, оккупации. Склоняем головы перед светлой памятью сыновей, дочерей, отцов, матерей, дедов, мужей, жен, братьев, сестер, однополчан, родных, друзей. Всех, кто не вернулся с войны, всех, кого уже нет с нами. Прошу почтить память павших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания. Дорогие наши ветераны, они обесценены. И только в глубине человеческой души, только в глубине молчания можно почтить тот подвиг. Но, как сказал один из православных поэтов, лучшая поэзия – молчание, а лучшее молчание – моление. Поэтому сейчас мы вознесем вечную память, а это именно моление, потому что в вечной памяти для всех падших, погибших мы просим у Бога. Во блаженном успении вечный покой подашь, Господи, усопшим рабом Твоим, преснопамятным вождям и воинам за веру и Отечество, на поле брани жизнь свою положившим, и глада скончавшимся, в пленении и горьких работах невинно умученным и убиенным, и всем победы ради потрудившимся, и сотворим вечную память. Вечный огонь, он свеча и молитва, душам, метущимся за упокой, тех, кто нас спас в этой праведной битве, но не вернулся с победой домой. Кто не дрогнул в боях, не предал, память солдатам, пропавшим без вести, тем, кто за жизнь своей жизни отдал. Фашизм и нацизм снова начинают вылазить наружу. Но мы верим, мы знаем, что и когда-то в мае 45-го победа будет за нами. Победа над фашизмом, нацизмом всегда была, есть и будет священным праздником для нас, который мы будем передавать из поколения в поколение, который мы навеки сохраним в наших сердцах. Вечная слава павшим, крепкого здоровья и долгих лет жизни нашим ветеранам. Слово предоставляется
ученику 11 Б класса средней общеобразовательной школы номер 26 Даниилу Семик. Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны тыла, дорогие мирнинцы и гости Алмазного края, победа 1945 года – это великое историческое событие в жизни нашей Родины. Для многих молодых людей Великая Отечественная – это далекое прошлое. Многие историки рассуждают, что было бы, если бы не преградили дорогу фашистам советские солдаты. А солдаты не рассуждали. Они воевали до последнего в Бресте и Сталинграде, под Курском и Ленинградом. Остановили врагов Москвы. А те, кого не взяли на фронт, ковали победу в тылу за наше счастливое детство. Мы гордимся, что сегодня, в День Победы, вы с нами. Здоровья вам! Живите в мирном городе, под мирным небом. Погибшим быть бесспорно на посту, им жить в названиях улиц и былинах. Их подвигов святую красоту отобразят в поэмах и картинах. Живым героев чтить, не забывать, их имена хранить в бессмертных списках, об их отваге всем напоминать и класть цветы к подножью обелиска. Цветы и гирлянды к священной земле городов-героев Москвы, Ленинграда, Мурманска, Сталинграда, Тулы, Минска, Бреста, Смоленска, Киева, Одессы, Севастополя, Керчи, Новороссийска возложить. Белых журавлей по небу пролетает. В печальном сумраке их голоса слышны. Глядим им вслед и молча вспоминаем всех тех, кто не пришел с войны. Порой, что солдаты превратились в белых журавлей. Сотрудники Мирнинского отдела МВД России, сотрудники Мирнинского гарнизона пожарной охраны МЧС России, лучшие отряды средних общеобразовательных школ и православной гимназии города Мирного. Торжественному маршу! Повзводно! Направо! Равнение направо! Шагом! Пуш!
седьмой годовщине победы советского народа в Великой Отечественной войне объявляю закрытым.